Новый современный дом на окраине Айталана появился летом этого года. Хозяин новостройки Евгений Белов не чужой здесь человек. Айталан – родная деревня его матери, а на 20 сотках, что достались от отца в наследство, теперь Евгений хочет построить свое хозяйство. Первым делом из Елабуги в деревню перевести свою семью. Вот здесь, в этой части дома, как раз и расположены спальни. Это 2 комнаты для девочек, для двойняшек. Здесь еще одна спальня, тут она или гостевая, она для сыновей, или мама, если согласится сюда приехать, маму перевести, мама здесь будет жить. Большая семья, а значит дом должен быть большим. Чем хозяин будет отапливать зимой 125 квадратных метров жилья, теперь большой вопрос. В Айталане нет газа, топить дровами дорого и хлопотно, подсчитал Евгений, поэтому выбрал вариант электрического отопления. Но это будет ведь дорого. Наверное. Безусловно, какая-то стоимость это будет безусловно, дороже, чем газ, но в сравнении солярка и газ в пропановых баллонах получается тоже не дешевле. Там стоимость у них примерно одинаковая, но это постоянная проблема какие. Нужно доехать до заправки, взять какие-то канистры с собой здесь перелить, да, или, например, привезти, это постоянно с баллонами придется ездить, чтобы баллоны с собой привозить. Много, что ли, дров у вас здесь? Сколько у вас здесь дровники? Здесь, ну, кубов 10, наверное. Вон там 10 кубов еще. Вот 21 век, делаем так, берем, идем домой. Дядя Леня в Айталане осел 10 лет назад, еще до выхода на пенсию. На месте старого отцовского дома построил новый. Говорит, что зимой скучать не приходится, потому как дом 2 раза в день нужно обязательно протопить дровами. Приезжайте в гости на недельку. Научу топить. Кроме электричества в Айталане из благ цивилизации уже давно нет ничего. 100 лет назад в деревне Кряшин проживали более 300 человек. Сейчас прописано 11, а зимовать остается 5. А когда-то в Айталане работала ферма, по вечерам деревенские бегали на танцы в клуб, а последние новости женщины узнавали в очереди в магазин. Теперь на его месте памятник погибшим на войне односельчанам. 2 года назад в деревню провели водопровод, вот только на баланс его так и не приняли. Так что дядя Леня по старинке ходит за водой на здешний родник. А соответствует ли вода в нем санитарным нормам – еще один вопрос. Дело в том, что в километре от Айталана находится скотомогильник. За полвека в нем скопилось около 100 тонн останков мертвых животных. Термическая яма переполнена, нуждается в консервации, но на нее нет денег. Идеальный вариант – ликвидировать скотомогильник вовсе. Согласно санитарным нормам, в километровой зоне от скотомогильника нельзя строить дома, дачи, разбивать огород, пасти скотину. Не так давно в Айталан хотела переехать семья из Челнов, но строиться им запретили до тех пор, пока не решится судьба скотомогильника. Через Минэкологии ежегодно, да, сейчас деньги начали выделяться на разработку проекта по сокращению санитарной зоны. Но данный вопрос тоже требует много времени. Грубо говоря, по времени полгода занимает только отбор анализов и проб этих скотомогильников. Далее идет проектирование. В конечном итоге нам надо получить заключение, получаем у главного санитарного врача Российской Федерации. Далее регистрируем его в Минюсте, и только после этого будет сокращена зона этого скотомогильника. 10 лет назад глава местной поселковой администрации в заботе о народе попытался выбить газ для деревни, потому как в соседних селах Большой Еловый, Татарский Дюм-Дюм газ провели. Тогдашний глава Елабужского района, ныне сенатор Геннадий Емельянов, даже выделил деньги на разработку проекта газопровода в Айталан. Проект сделали на водоснабжение и на газоснабжение Айталана. Там просто проект был туфтовый, короче говоря. Приехали газовики, хотели начать смотреть, да? А там посмотрели проект, сказали, это не подойдет. Некомпетентные люди сделали. Они сделали через Дюм-Дюм газопровод. Оказывается, нельзя через Дюм-Дюм пропускать газопровод, это высокое давление. Бюджетные деньги были освоены, а проект ушел в архив районного департамента строительства. Так бы он там и пылился, если бы Евгений Белов не написал открытое письмо в один из телеграм-каналов. Об этой ситуации, так скажем, узнали буквально вчера. Поэтому вот эту техническую составляющую этого вопроса как бы сейчас изучаем. Да, на самом деле в архивах департамента имеется проект, разработанный от 2011 года. В настоящее время он не подлежит ни корректировке, то есть надо будет сейчас возобновлять все технические условия, составлять акты выбора трассы, проектировать заново это.
В администрации Елабужского района уже подсчитали, что на разработку нового проекта потребуется около 900 тысяч рублей, а в случае его одобрения будут обращаться уже в Минпромторг Татарстана о включении деревни в программу газификации на 2021 год. Кстати, по обеспеченности населения голубым топливом Татарстан один из российских лидеров. Уровень газификации 99,5%. Сколько таких деревень, как Айталан, приходится на оставшиеся без газа 0,5%, в Минпромторге Татарстана нам информацию не предоставили. Известно лишь, что в Елабужском районе люди до сих пор живут без газа всего в 8 деревнях. А подключение их к благам цивилизации могло бы дать новый толчок развитию. В Айталане точно. Евгений Белов хочет прирасти к земле всеми корнями. На Айталан он возлагает большие надежды. Я здесь планирую сначала начать маточное стадо овец завести, для того, чтобы затем перевести его в готовое помещение, готовую ферму. Есть здесь в округе пустующие фермы, и это дальнейший этап уже. В планах заняться производством сыров, восстановить бывшую колхозную пасеку. По сути, Евгений Белов в Айталане первый сельхозинвестор. И если в деревню придет газ, за Беловым потянутся другие. Это вызовет приток для новых жителей деревни, да, кто-то, возможно, захочет вернуться сюда. Как моя одноклассница, у меня одноклассница тоже, она с этой деревни, мы там в Елабуге вместе учились. Она птицеводством занимается там в Елабуге. Она с удовольствием, говорит, сюда переехала, если были бы здесь возможности, да. Переехали бы просто люди здесь, жили бы, поселились. Соответственно, это бы дало бы какое-то развитие, толчок для деревни. Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.